Пока только Воркута входит в арктическую зону России, но республика сегодня заинтересована в том, чтобы включить в состав Арктики и другие наши северные земли. Это важно для их развития, всей республики и самой арктической зоны. С таких слов начинает встречу с сенатором Сергей Гапликов. Валерий Марков поддерживает. Безусловно, роль Коми может быть усилена. Воркута и ранее была центром пограничного арктического авиасоединения. Кроме того, такого хозяйства, как в нашем Заполярье, больше нет нигде. И потому статус опорной зоны оправдан. Получил постановление правительства. Мне было очень интересно посмотреть на внесенные изменения в список государственных программ. Там написано, что внести изменения и убрать до 2025 года программу развития Арктики. До 2020 года было. И вот эту строчку убрать. То есть, насколько я понимаю, Валерий Петрович, программа развития Арктики, она постоянно действующая. Скажем, когда вот люди видят, что граница до 20-го, то, значит, задаются вопросом. Да, задаются вопросом, что за ней будет. Тем более, сейчас уже идет, уже к завершению идет, будем так говорить, черновая работа по бюджету на 18, 19 и 20 года. А нужно смотреть все равно после этого, что будет обсуждение. И, конечно, вот эта граница, она висела как некий топор на шее Арктики. Ну и очень хорошо, что теперь это решение принято, все снято. Теперь, когда есть четкое видение со стороны Федерации о дальнейшей судьбе программы, будущее Арктики и ее регионов становится более понятным. Безусловно, оно за реализацией крупных инфраструктурных и транспортных проектов, таких как Северный морской путь и Северный широтный ход. Последний, к слову, без Белкамура уже не рассматривается. Председатель Совета по Арктике и Антарктике Совет Федерации Вячеслав Штыров ставит даже более серьезную задачу – строительство вдоль побережья Северного Ледовитого океана железной дороги до Якутии. Иначе получается тупиковая ветвь. При этом возрастет роль Северной железной дороги. Реконструкция путей и модернизация оборудования также запланированы в рамках программы развития Арктики. И продолжением Северного широтного хода как раз и должна стать реализация проекта «Белкамур». Северный широтный ход, 21 год. Завершение всего. А это там почти 700 километров путей. 700 километров путей, это в условиях Арктики, в вечной мерзлоты и тому подобное. Это очень серьезный проект, это 3-километровый мост. И тут стоит вопрос сразу. Хорошо, 21 год, все сделаем. Дальше что? Вот. Заработают 2 СПГ, которые там около Сабетты и напротив. А куда девать? Они работают. Танкерами не вывести, потому что там невозможно такой объем вывести. По железке мы упремся, в смысле, вот как горлышко бутылочную, а дальше что? Значит, нужен дополнительная мощность. Нам нужен Белкамур. Касается в разговоре с сенатором Сергей Гапликов и темы научных изысканий. Накануне у главы прошла встреча с представителями одного из крупнейших нефтяных институтов, которые занимаются вопросами извлечения нетрадиционных залежей нефти, в частности сланцевой. По их оценке, в республике есть территории, которые представляют для них интерес, а потому регион предлагает проработать этот вопрос совместно с Коми-научным центром. Потому что у нас очень много есть наработок в этой части. Поэтому, Валерий Петрович, я тоже вас спрошу. У Герасимова есть все необходимые материалы и информация уже в рамках, так сказать, вашей деятельности в комитете и в тех рабочих группах, в которых вы будете участвовать, с тем, чтобы вообще вопросы, связанные с изучением, то, что сегодня, так сказать, частично осталось у Росгеологии, а частично перешло в компанию, которая создана для геологических разработок, все-таки получила дополнительную возможность изучения этих вещей. К слову о Коми-научном центре. Глава республики выступает с инициативой создания на его базе консультационного совета по формированию программы развития самого региона и Западной Арктики в контексте задач по освоению Северного морского пути. Валерий Марков отмечает, это вполне своевременное предложение. Такой совет нужен, тем более, что ИКНЦ сегодня самое серьезное научное сообщество, которое есть на севере европейской части России. И я думаю, что такая консолидация сил, как я уже сказал, в решении вопросов арктического региона, она была бы очень полезна. В центре внимания главы и сенатора и вопросы защиты прав коренного населения в рамках арктической темы. Работа по совершенствованию законодательства в этой части должна быть продолжена, как и продвижение на федеральном уровне законодательных инициатив по улучшению социально-экономического положения республики, в том числе организации Сыктывкаре 6-го съезда финно-угорских народов России и подготовки к столетию Коми. Любовь Лапина, Олег Жуковский, телеканал Юрган.